Далековато. 17 августа 1937 года в Сухуми была арестована супруга Нестора Лакобы Сария. 17 августа 1968 года, на 101-м году жизни, в пансионе для престарелых в Монако умер первый профессиональный абхазский художник Александр Чачба и был похоронен в Ницце на русском кладбище. А 12 мая 1985 года в Сухуми у Национального музея состоялось перезахоронение праха абхазского художника. 17 августа 1992 года МИД Российской Федерации выступила со следующим заявлением. В связи со осложнившейся обстановкой в Абхазии и создавшейся угрозой для российских граждан, правительство Российской Федерации приняло срочные меры для обеспечения безопасности и их эвакуации. Для усиления охраны дислоцированных в этом районе российских воинских частей в Абхазию направлен парашютно-десантный полк. 17 августа 1992 года по распоряжению адмирала Черноморского флота Касатонова в Сухумский порт прибыло большое госпитальное судно «Енисей» Черноморского флота для эвакуации отдыхающих. Товарищ капитан, офицер Джоко для воинской присяги прибыл. Принять воинскую присягу. Я, Джоко Ливан Денисович, торжественно присягаю на верность своей родине, Республике Абхазия. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Абхазии, народ и отечество. Товарищ капитан, абитуриент Эмуха для принятия воинской присяги прибыл. Принять воинскую присягу. Есть. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы. Здравствуйте, курсанты! Здравия желаю, товарищ министр! Поздравляю вас с принятием воинской присяги! Ура! 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 Сейчас мы начинаем работу над клиническими рекомендациями и стандартами по лечению злокачественных новообразований, которых, хочу отметить, в нашей республике никогда не было. То есть мы пользовались именно российскими клиническими рекомендациями при лечении наших пациентов. Но очень важно, что, конечно, мы находимся немножко в других условиях. Помимо этого, адаптировав эти клинические рекомендации, мы также поможем и нашим пациентам, и клиницистам в какой области именно? В том, чтобы это все было сделано, во-первых, правильно, во-вторых, в определенные сроки. То есть не так, чтобы просто пациент пришел, и потом его очень долго обследовали, очень долго подбирали ему лечение, а все это будет сделано в определенный срок. То есть будут определены этап диагностики, этап лечения, различного лечения, лекарственного, хирургического лечения. И, конечно, в соответствии с этими стандартами и рекомендациями мы сможем уже с определенными комиссиями от Министерства здравоохранения приходить и проводить необходимые мероприятия, то есть проверки, чтобы улучшать качество оказываемой медицинской помощи нашим пациентам. То есть и для наших пациентов, и для наших клиницистов, то есть врачей, это будет очень полезно именно в плане практической деятельности. Помимо этого, хочу сказать, что также и при участии Ассоциации онкологов Абхазии и Министерства здравоохранения мы вырабатываем очень четкий план онкоскринингов, который мы планируем начать в 2027 году. Мы все знаем, что, к сожалению, у нас очень высокий
высокий процент запущенности, то есть очень много, к сожалению, пациентов обращаются к нам на поздней стадии. Я очень много об этом говорила в свое время и продолжаю говорить о том, что когда к нам приходят прекрасные молодые женщины, просто даже у меня нет слов, насколько мне обидно, когда они раздеваются, мы видим огромное образование в молочной железе, щитовидной железе, другие кожные образования, которые видны глазом. И наши пациенты не понимают, что им нужно было раньше обратиться к врачу, и тогда, конечно, наши результаты лечения были бы намного лучше. В Сухуми стартовал трехдневный образовательный интенсив. С 17 по 19 августа на базе волонтерского центра Абхазии мастерская социальных проектов «Стратегия добрых дел» проведет мастер-класс для активистов и руководителей волонтерского центра. В течение интенсива участники освоят инструменты социального проектирования, научатся формулировать проблему и идею проекта, ставить конкретные цели и готовить проект к публичной защите. Инициатором этого просветительского мероприятия является как раз-таки Республиканский волонтерский центр, команда «Абхазия» и, собственно, Академия развития гражданского общества «Добрина» приехала сюда для того, чтобы поделиться своим опытом. В рамках этой программы на протяжении 3 дней участники, активисты, студенты Республики Абхазия, волонтеры волонтерского центра будут узнавать как раз-таки, что такое социальный проект, как его правильно разработать, какие ошибки чаще всего допускают те, кто уже участвовал в конкурсах. Соответственно, адаптировать их под свои идеи упаковывать в социальный проект и как результат эти проекты подавать на грантовые конкурсы, которые на сегодняшний день доступны для молодежи. Ученицы Мерхиульской средней школы и участницы молодежного патриотического движения «Молодая Абхазия» – одни из участниц интенсива. Девушки отмечают, волонтерский путь только начинается. Важно понимать, как правильно выстроить свою деятельность для достижения максимального результата. Вообще я новичок в этой сфере, я только туда вошла, участвовала в форуме, который проходил в АГУ. Я считаю, что волонтерство – это важная деятельность, так как может какие-то проблемы, например, в стране, и помогать чем-то, хотя бы какой-то вклад вносить в поддержку страны. Об основах добровольчества и базовых инструментах социального проектирования участникам интенсива рассказала руководитель проектов «Добрина» Влада Житкова. Она отметила, чтобы правильно разработать собственный проект, в частности, необходимо ставить конкретные цели и определять заинтересованные стороны. Волонтерство меняет каждого из нас и меняет мир вокруг. И самое главное в нашей с вами деятельности понимать, что от каждого из вас зависит то, как мы будем жить завтра, послезавтра, ну и в следующие годы в том числе. Что же нас ждет? Давайте обращаться не к глобальным, что завтра, послезавтра, а каждый день у нас будут небольшие установки, в рамках которых мы будем просматривать программу и обращать внимание. С руководством мы уйдем на анализ ситуации, как развивается сейчас волонтерский центр, и будем активно анализировать точки роста, преимущества, сильные и слабые стороны. Итогом трехдневного интенсива станет публичная защита участниками своих социальных проектов, которые будут представлены руководству волонтерского центра и экспертам. Ряд проектов будет рекомендован к реализации. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Сегодня завершается юбилейный 10-й проект «Территория ритма». Нижегородская инициатива давно вышла за пределы региона, охватила всю страну и даже соседние государства. Международный инклюзивный форум впервые прошел за пределами области. Площадкой стал образовательный центр «Сенеж». Там собрались около 300 участников из 64 регионов России, а также Абхазии и Беларуси. Это представители некоммерческих организаций и бизнеса, родители детей с ОВЗ, специалисты, работающие с людьми с инвалидностью. В течение 4 дней они работали над собственными проектами в сфере социального предпринимательства. Организаторами форума выступает правительство Нижегородской области и президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Мне очень приятно, что 2 года подряд Республика Абхазия официально принимает участие, что нас делегируют с администрации побратимого Нижнему Новгороду, городу Сухум. И для нас мероприятие участия в форуме «Ритмы» становится уже такой, знаете, обязательной линией развития побратимства Сухум и Нижний Новгород. И это, конечно, очень приятно. Дан старт первой скачки. Призу в честь святых Флора и Лавра, покровителей лошадей. С места прием выиграл Равдох, но тут же броском на первое место Бзана, Вангор. По противоположной прямой скачку ведет Вангор. У бровки на 2-м месте держится Тайфун Абан. На 3-м месте определяется Бзана Абан. На 4-м Солист. Далее Равдох. 400 метров пройдено за 29 секунд. Плотно идут участники. Скачку по-прежнему ведет Вангор. Его преследует идущий на 2-м месте Тайфун Абан. Участники скачки входят в левый поворот на финишную прямую. Вангор ведет. На 2-м месте поравнялись Бзан Абан и Тайфун Абан. И к ним практически вплотную подъезжает Солист. И никак не разгонится замыкающий Равдох. 500 метров пройдено за 34 секунды. Компанию на финишную прямую выводит Вангор. По финишной прямой лидирует Вангор. Средним полем его атакует Бзана Абан. Вангор отрывается от своих преследователей, наращивает преимущество. Похоже, что Бзана Абан будет отстаивать свое 2-е место от налетающего Солиста. Уверенно с отрывом скачку ведет Вангор и выигрывает. На 2-м месте финиширует Бзана Абан, на 3-м 5-й номер Солист. — 26 августа. День международного признания независимости Республики Абхазия. Город Сухум. Площадь Свободы. Звезды Абхазии. Звезды России. На одной сцене. Начало концерта в 19:00. 26 августа. Площадь Свободы. Начало в 19:00.